Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Евгений Михайлов, военный эксперт, политолог, журналист. Сегодня хочу поговорить вроде и не о миграции, но и все же о проблемах, связанных с этой тематикой, и вспомнить Республику Абхазию, да, как бы все вместе. Республика Абхазия, страна души, с малым количеством населения, но с большим чувством гордости, величия. Вы, русские, нам давайте только деньги, а мы вам ничего не должны. Вы, русские, вкладывайте, мы вас кинем. И так далее. Это было на протяжении последних, наверное, уже десятилетий. Вот. И когда Россия стала требовать свое, и, опять же, либерализации законодательства, связанного в том числе и с Уголовным кодексом, потому что очень много абхазских преступников, скажем так, совершивших тяжкие преступления в России, бегут в эту республику и спокойно себя чувствуют, их не выдают, потому что все свои. Все мы самостоятельные, все свои, мы все на месте решаем. Русских кинули, решаем. Русских убили, никого не накажем. И так далее. И сейчас на фоне вот этой избирательной кампании к власти рвется некий такой Адгур Ардзинба. За ним стоят криминальные структуры, за ним стоят Турция, которая вкладывает деньги в эту республику и хочет им, опять же, Турции не нужна Абхазия, им нужна территория. Вот. А мы все церемонимся. И вот сейчас идет криминализация общества и обстановки перед вторыми выборами, перед вторым туром. Идут угрозы русскому населению, которого там немного. В основном идут угрозы армянской общине, которая голосует за пророссийского кандидата. Армяне всегда чувствовали и держали нос по ветру, что с Россией им лучше. Я не говорю о Ереване, там другая обстановка. Армян много везде, в Абхазии в том числе. Вот. И они понимают, что без России Абхазия не выдержит, не выстоит и так далее. При этом 90% нужно понимать, абхазов имеют российское гражданство и абхазское. Получают бабло и ничего за это не дают взамен. Социальные выплаты, там, работали у себя там, а получают пенсию российскую. Вот. То есть очень хорошо пристроились. И мне будет интересно, если в Абхазии победит оппозиция. Ну, я этого не допускаю. И абхазский народ останется с большой дулей. Россия включит максимальные рычаги. Я уверен в этом. Потому что, долго мы, так сказать, сопли подтирали. Вот. И в данном вопросе нужно принимать очень жесткие решения. Потому что страна души на халяву потребляет на миллиарды электричества, на халяву потребляет на миллиарды социальных пособий, и при этом угрожает русским туристам, русскому туризму, русскому бизнесу и так далее. Но это только возможно с нами. Потому что мы же все время добрые по отношению к вот таким вот недоделанным республикам. Я думаю, что, конечно, второй тур он покажет все конкретно. Надеюсь, что победит представитель, который Гунба и который более лоялен к Российской Федерации. А там уже как карта ляжет. И прежде всего эта карта ляжет, это выбор народа Абхазии. С кем он должен быть? Я уже давно, на самом деле, говорил, в самой Абхазии были моменты, я приезжал там и высокопоставленным говорил, вас надо было обратно грузинам отдать, они бы быстро навели порядок в республике. Наверное. Не знаю. В плане, по крайней мере, садоводческих моментов, виноградников и так далее. Потому что, когда был Большой Советский Союз, то там
грузины себя нормально чувствовали, работали и держали порядок. А Абхазия, видимо, не справляется. Тогда должна Россия. Россия тогда должна взять эту территорию под контроль. Полный. Я не знаю, на каких условиях, но терпеть подобное, я считаю, не нужно. Притом известно же, что несмотря на видимую ненависть к грузинам, все абхазы едут лечиться в Грузию, в которой есть куча программ по поддержке Абхазии в том числе. То есть они так это мягкой силой тоже пытаются что-то делать. То есть абхазы очень хитрые ребята. Деньги все с России, лечиться в Грузию или в Россию, там, ну, что ближе, что комфортнее и что выбирают. Молодцы. Но только ни грузинам, ни русским как бы пока ничего не светит. Страна души, абсны, свобода, криминал и Турция. Я думаю, что все это изменится. Спасибо за внимание.